Магомед Катиев нашел подход к своим детям, и теперь каждый ребенок с удовольствием отправляется на ферму, чтобы помочь отцу в домашнем хозяйстве. Сейчас у них много живности, но начиналось все с Петровича. Так зовут бычка, он у детей любимец. Отец к нелегкому труду приучал свое чадо с малых лет. Боялся, что обленится. Говорит, что дети, в отличие от подростков, сами хотят помогать взрослым, поэтому нельзя упускать этот период. Главная задача родителей – поддержать стремление ребенка участвовать в жизни семьи. Я их не учу, а я просто прошу помочь. И все, а там уже дальше они сами, они видят, что я делаю, стараются сами помогать. Приучаю, так я-то их не учу. Главная проблема – это нерациональное распределение детского досуга. Они проводят все свое свободное время в телефоне, и из-за этого страдает их образование. Но в семье Катиевых придерживаются консервативного метода воспитания. Родители уверяют, что легко ничего не дается. Если 13-летний Хасан хочет что-то получить, то он помогает отцу кормить коров и искать потерявшихся гусей. Он с удовольствием берется за любую работу. Здесь нет ничего тяжелого. Просто идешь, корм, засыпаешь ведро и обратно идешь и отдаешь. Все, ничего сложного тут нету. Никто никуда не спешит. Дети привязались к животным и рады любой возможности провести с ними время. Даже обижаются, если отец уезжает на ферму без них. Помогать родителям для них настоящее удовольствие. Они соревнуются между собой, кто больше соберет мусора, и расстраиваются, если проигрывают. Родители всячески их поощряют. Например, старший сын, который сейчас учится в колледже, захотел сам зарабатывать. Отец ему помог. Взял к себе на работу. В семье 6 детей. Каждый вносит свою лепту в деятельность фермы. Мальчики помогают отцу, а девочки еще слишком малы, но они все равно принимают участие в работе, собирая пустые банки из-под зерна. Без помощи детей на ферме не обойтись. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Новости 24.